татару, башкиру мы считаем своими старшими братьями. Почему я это подчеркиваю старшими? Потому что вот это учение, то, что осчастливил Дагестан, это от Зайнулла Ишана исходит. Поэтому я говорю, старшие братья. Делегация из Башкортостана приехала к нам в гости во главе с председателем Дагестанского национального центра в Башкортостане. Среди них писательница и другие уважаемые люди из Уфы. Они изъявили желание посетить вас. Я хотела вам подарить книгу о Зайнулла Ишане, которую я написала. И там написано, как передал, каких обстоятельствах Зайнулла Ишан Сельтиля передал Сайфулла Хади Башларову. Он Зайнулла Ишан, почему вот Абдурахману вот это сыну не передал? Это дается по достоинству. Вот Саид Афанди тоже своему сыну не передал. Среди татаров, башкиров были, наверное, хорошие люди. Но от них Сайфулла Хади отличался чем-то. Поэтому передали ему. Даже нацию не смотрел, регион не смотрел. Смотрел только на достоинство. Восхищены вашей республикой, восхищены вашими устоями, вашими традициями, вашей культурой, которая ощущается в любом уголке, в каждом уголке вашей республики. Всего джамаата, братьев, мусульман, муридов, огромный вам салям, слава благодарности, то, что вы нас поддерживаете, не оставляете. Газета «Ассалам» нас радует, на башкирском языке читаем, альхамдулилля. Я являюсь редактором башкирской газеты «Ассалам». Газета очень нравится всем нашим читателям. Думаю, что у нас еще контингент расширится. У нас выписывают не только башкиры, проживающие в Башкортостане, и те, которые проживают за пределами в Челябинской области, Оренбургской области. Ждут, любят нашу газету. Илахи анта максуди варидака матлуби, это должен быть нашим лозунгом. Мы преследуем только довольство Всевышнего. Вот что мы хотим. Цель газеты тоже вот это. Илахи анта максуди варидака матлуби. В этом деле, конечно, у вас вот то, что на башкирском, татарском, распространится это. Очень распространится. В следующий раз, когда приедете вы цифры совсем другие будете озвучивать. Иншаллах.